Валерии Джинжоля поставлен диагноз ДЦП спастическая диполия. Ходить она не могла до 11 лет. За плечами этой лучезарной девочки немало операций. Несмотря на болезнь, Валерия получает дистанционную форму обучения. И достаточно социализирована, говорит мама Валерии Лейла Квиквискири. Нам очень много сил, здоровья требуется на восстановление ее здоровья. Хочу выразить большую благодарность благотворительному фонду Ашана и вообще кто все эти годы оказывался рядом с нами, поддерживал нас, самому центру Поревани, куда я ездила, где я познакомилась первый раз с Армине. Благотворительный фонд Ашана уже помогал девочкам. Благодаря фонду они прошли несколько курсов лечения. Сейчас у Валерии и Марии есть возможность вновь получить необходимую помощь, не выезжая из страны. Из Армении в Абхазию приехал специалист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чапурян. Она будет заниматься с девочками по методу бобот-терапии. Основой данной методики является применение специальных положений тела, которые позволяют физиотерапевту стимулировать движение за счет растяжения коротких мышц, мобилизации двигательных функций суставов, укрепление слабых мышц, что позволит уменьшить дисбаланс тела. Стоимость данного курса лечения обоих девочек обходится почти в 180 тысяч рублей. Она не могла ходить, очень слабые были мышцы, напряженные были. Вот сейчас занимаем неделю каждый день. Это упражнение главнейших из упражнений при ходьбе. Очень нужно усилить мышцы таза. Это уже прогресс, что в этом курсе она самостоятельно ходит. Валерия сказала нам о том, что занятия с физиотерапевтами помогают ей преодолевать страх и становиться более самостоятельной. Девочка мечтает поехать в Америку и выучить английский язык. Мне нравится английский язык, и не только английский, я бы хотела обучиться хорошо. Учусь в Чемчерской, в абхазской школе. Играю на гитаре и еще стараюсь озвучивать разные фильмы, мультики. Специалист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чапурян приезжает в Абхазию не в первый раз. Благодаря ее терапии многие маленькие пациенты чувствуют себя намного увереннее. Не могла сидеть, не могла из-за спастики, из-за слабых мышц, из-за напряженности. Но сейчас она уже сидит сама. Мы очень рады такой возможности, что мы можем заниматься лечением своих подопечных в Абхазии, не выезжая за пределы нашей страны. Благодаря современным методам медицины последствия ДЦП можно свести на минимум и дать детям с этим тяжелым диагнозом шанс на полноценное будущее. Адица Сагария, Инала Гухава, Абхазское телевидение.